Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмилля, алхамдулиллах, салату вассалям аля расулиллах. Уроки поминания Аллаха. И мы с вами изучаем тему поминания Аллаха посредством изучения, поминания, размышления над прекраснейшими именами Аллаха и Его атрибутами, Его качествами. И прежде чем перейти к новой теме, хочу вспомнить аят, который мы с вами приводили во время прошлой лекции. Этот аят из сурат Аль-Аграф, Ограды, 180 аят, где Всевышний сказал: «Валилляхиль асмауль хусна», и у Аллаха есть прекраснейшие имена, «фад'уху биха», то есть взывайте к Нему, зовите Его, да, через эти имена, используя эти имена, «вазаруль лазина юльхидуна фи асмаихи», и уходите от тех, которые уклоняются от истины, что касается Его имен, то есть в Его именах. «Саюджзауна ма кану ягмалун», и они получат воздаяние за то есть наказание за то, что они совершали. Вот хочу немного разобрать как раз вот конец этого аята, где Всевышний предостерегает нас от этого греха, и говорит: «Вазаруль лазина юльхидуна фи асмаихи», то есть оставьте тех, которые искажают имена Аллаха, а еще правильно говорить, уклоняются, юльхидуна, уклоняются от истины, что касается имен и атрибутов Всевышнего Аллаха. И вот Всевышний в этом аяте предостерегает нас, используя две угрозы. Да, две угрозы. То есть первое — это сигатуль амр, то есть это форма повеления, форма приказа. И говорит: «Вадару», то есть оставьте их, уйдите от них. Всевышний приказывает нам, чтобы мы остерегались таких людей. «Вадару», то есть оставьте их. «Аллазина юльхидуна», оставьте тех, которые уклоняются от истины в именах Всевышнего Аллаха. И третье, Всевышний обещает им наказание. То есть Он предостерегает нас своим обещанием и говорит: «Саюджзауна», они непременно, вскоре они получат воздаяние за то, что они совершали. И вот давайте разберем вот этот глагол юльхидун. Юльхидун, ильхад, то есть это уклонение. Слово аль-ильхад в арабском языке означает уклонение. Когда человек, вот есть истина, и человек куда-то уходит дальше от этой истины, куда-то уходит в сторону. Отступление, также аль-адуль, то есть отступление, вот она истина, и он отступает от истины, отдаляется. Также, вот очень интересно, я ни разу не задумывался, машаллах, однокоренное слово аль-ляхат. Ляхат. То есть на татарском языке мы говорим ляхат. Так ведь? Что такое ляхат? Это специальная ниша внутри могилы. То есть это небольшая яма внутри большой ямы, которую берут мусульмане. Да? То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказывал нам, чтобы мы делали небольшую нишу со стороны кибла, куда мы ставим наших усопших. Да? Вот подумайте, почему слово ильхад, отступление, уклонение, и слово ляхат означает одно и то же. Почему ляхат назван так? Почему? Потому что
он уходит от центра. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе сказал, что ниша по центру могилы – это не наша. Поэтому нужно брать в сторону кибла. То есть ляхат берется всегда с краю могилы. Так, нет? То есть уклоняемся от центра. И поэтому вот это уклонение от центра, оно поэтому и называется ляхат. И ильхад – это когда человек, вот есть истина, истина всегда по центру. А ильхад – это когда человек уклоняется от истины в сторону. Здесь по центру осталась истина, а он ушел. То же самое, например, аль-ифрат, то есть есть слово аль-ифрат, когда человек или не дошел до истины, или перебежал истину. То есть кто-то, например, что касается повелений Всевышнего Аллаха, приказов Всевышнего Аллаха, кто-то может не дойти до истины. Например, Аллах приказал совершать пятикратную молитву, кто-то, например, пропускает молитвой. То есть он не доходит до истины, пренебрегает истиной. А кто-то может сказать: нет, 5 молитв это мало, я хочу 6 молитв. Да? То есть получается, он тоже ушел от истины. Он уже не то, что не добдел, а перебдел. Да? То есть он ушел от истины. Потому что истина всегда где? Она посередине. Она посередине. И вот здесь то же самое. Поэтому лях, так как мы уклоняемся от центра могилы, называется ляхат. Вот это ильхад, как раз это уклонение от истины. Поэтому очень много можно привести внутри уммы. И также за уммой, да, даже внутри уммы можно привести много примеров, когда люди, что касается веры в имена и атрибуты Аллаха, они уклоняются от истины. Много примеров можно привести. Даже если взять тех же многобожников, которые жили во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, которые, они верили, что есть Аллах, но наряду с Аллахом они не стали отрицать другие божества и не стали отрицать, что они недостойны поклонения. Они начали поклоняться этим божествам помимо Всевышнего Аллаха. И вот даже что касается мушриков, как они, арабы, называли свои божества. Вот в Коране есть имена. Аллах перечисляет имена этих божеств. Возьмем, давайте, Аллат, одно из основных божеств. Да? Слово Аллат они взяли от слова Аллах, Аль-Илях. То есть они просто исказили слово Аллах и назвали свое божество ложное каким именем? Аллат. А на самом деле слово Аллат, ученые говорят, это они взяли от слова Аллах, Аль-Илях. То есть это Бог, который достоин поклонения. Аллах это тот, которого все считают Богом и все Ему поклоняются. Но они исказили это слово и сказали Аллат. Вот Аллах предостерегает от таких. Есть еще Аль-Узза, Узза, то есть одно из божеств. Они взяли это слово от имени Аллаха, Аль-Азиз. Айзза, Айзза, то есть это могущество, а Аль-Азиз, Абдуль-Азиз мы говорим, да? Аль-Азиз, то есть означает могущественный. То есть они просто исказили имя Аллаха, великое имя Аллаха, которому присуще только что? Совершенство, величие, и назвали свое ложное божество Аль-Узза, то есть от имени Аллаха, Аль-Азиз. Аль-Манат, Манат, у них было имя, одно из их божеств, от слова Аль-Маннан. Аль-Маннан – это имя Аллаха, которое означает Аль-Маннан, то есть тот, кто дает, тот, кто щедрый, дающий. Аль-Маннан. Поэтому они, используя имена Аллаха, они исказили их, уклонились от истины, и они называли свои божества именно используя слова Всевышнего Аллаха. Поэтому Аллах говорит: «Вазару лладина юлхидуна
фи асмаихи. То есть оставьте тех, которые уклонились от истины. Они ушли в сторону от истины. Фи асмаихи, в его именах. Поэтому ученые категорически запрещают и категорически предостерегают нас от этого. То есть, когда мы или же добавляем что-то к именам Аллаха, или же что-то убираем от имен Аллаха. Даже вот у татар это всегда надо говорить. Это надо говорить и бабушкам, и дедушкам, особенно те, которые пока, может быть, еще не пришли в мечеть, да, пока еще не совершают намаз. Потому что вот я сам помню, когда пришел в мадраса первый раз, да, я не знал это, что многие татары говорили, как нас бабушки учили, бисмилляхир рахманир рахим, да, бисмилляхи, не бисмилляхи, то есть х просто пропускалось. И поэтому даже татары, когда писали, например, Аллах сакласын, не Аллах сакласын, хотя имя Аллаха обязательно нужно писать х. И я, когда еще был маленький, я видел, на машинах писали Аллах сакласын. Я думаю, что за Аллах? Да, то есть Пугачеву, что ли? Нет, поэтому Аллах, то есть это имя Аллаха. И вот один такой уже пожилой имам мне рассказывал. Мы, говорит, когда были маленькие, нас имамы учили, когда говорить бисмилля и другим сурам, они прямо подчеркивали, делали ударение на эту букву. Почему? Потому что это проблема у нас. То есть мы пропускаем это. Поэтому они как говорили, когда вы читаете, например, бисмилляхир рахманир рахим, сделайте так, чтобы ваш живот двигался. Они вот детей так учили. То есть, когда дети читали эту бисмилляхи, то есть, когда х говоришь, живот прямо трясется, да, вот поэтому они говорили, пусть даже живот ваш двигается, когда вы говорите х. Почему? Потому что они знали, что многие пропускают это слово х. Поэтому нельзя искажать. Бисмилляхи ар-рахманир рахим. И также иногда по-дружески, там, может быть, по любви, да, некоторые искажают имена Аллаха. Вот есть братья, которые несут вот это знамя, раб, и используют имя Аллаха, да, Абдуллах, Абдуррахман, Абдуррахим. Вот, нужно быть очень осторожным, когда вот у нас татары дают разные там прозвища, клички, да, тоже исходя из имени. Да, то есть вот если если он несет имя Аллаха, то есть раб милостивого, раб Аллаха, да, нужно быть очень осторожным. Потому что вот я знаю многих Абдуррахманов, татары там Аб-3 называют. Это раб Ри какого-то, буква Ри, что ли. Вот, поэтому нужно быть очень осторожным. Это имена Аллаха. И здесь шутки, они плохи. Аллах говорит, вадару, оставьте тех. То есть держитесь от них подальше. Да? И потом второе предостережение. Саюджзауна. Они получат воздаяние за то, что совершали. Поэтому нужно быть очень осторожным. Вот, этот аят призывает нас к этому. Также очень много можно привести. Есть, не буду называть конкретные там, как называются эти течения внутри ислама, да, потому что мы сейчас живем в такое время, назовешь, потом еще привлекут, да. Есть такие искаженные, заблудшие течения, которые называют себя мусульманами, которые используют имена Аллаха и сравнивают эти имена с его творениями. То есть, например, есть те, которые говорят, что вот придают Аллаху какие-то формы, какие-то очертания. Кто-то говорит, что Аллах это круг, что Аллах это квадрат. Есть, они себя считают мусульманами. То есть это есть заблудшие течения, секты даже можно сказать, да? Поэтому Аллах сакласын, есть те, которые отрицают, что Аллах слышащий, что Аллах видящий, что у Аллаха нет, что Аллах не милостивый. Вот поэтому и приводят свои доказательства, которые противоречат основам ахлю сунна валь джамаа. Поэтому это очень такая тема. Даже вот
некоторые ученые, которые видят ученых, которые вот прямо ныряют внутрь изучения вот этих имен и атрибутов, и иногда просто иногда уходят от истины, изучая имена и атрибуты Аллаха. Ученые говорят, что иногда вот просто у простых, обычных мусульман, может быть, у бедуинов, арабов, да, а у нас там у бабушек, дедушек, да, иногда акида, что касается имен и атрибутов Аллаха, она намного ближе к истине, чем некоторых ученых, которые просто утонули там где-то. Сейчас уже сами не могут. Поэтому мы знаем величайших ученых, да, которые уже в конце жизни сказали, лучше бы я остался на акиде бабушек и дедушек простых. Да, без этих всяких сложностей, потому что действительно много вопросов, что касается имен и атрибутов Всевышнего Аллаха. Это вот я хотел немножко разобрать этот конец аята, сурат Аль-А'раф, 180 аят. Идем дальше. Размышления над именами Всевышнего Аллаха и его качествами. Несомненно, рабы Аллаха, они нуждаются. Они очень сильно нуждаются в познании своего Господа. Они нуждаются в познании своего Создателя. Они нуждаются в познании своего Царя. И необходимость вот этого знания, да, она стоит очень остро. То есть многие мусульмане просто пренебрегают важностью этого знания, что мусульмане должны познавать имена Аллаха, что они должны изучать имена и атрибуты Аллаха, которым присуще только совершенство, только величие. И чем больше сердце раба, разум раба познает имена Аллаха, тем больше его сердце будет призывать его к чему? Чтобы он восхвалял Всевышнего Аллаха, чтобы он возвеличивал его, чтобы он прославлял его. Потому что вот невозможно человеку, который не изучает Всевышнего Аллаха, который не изучает его имена и атрибуты, да, он не познал их, он не изучал их, невозможно ему сказать, давай садись и восхваляй Аллаха. Как он будет восхвалять того, кого он не знает? То есть, да, он будет говорить какие-то слова, которые мы находим в хадисах, да, там Субханаллах, Альхамдулилля, Аллаху Акбар, даже после намаза. Ну, все мы говорим 33 раза Субханаллах, Альхамдулилля, но мало кто их понимает. Мало кто проводит эти слова через свое сердце, когда он говорит, например, Субханаллах. То есть он говорит, Аллах пречист от всех недостатков. И каждое его имя, каждый его атрибут, качество, он пречист. Пречист от всех пороков, от всех недостатков. И пока он это не поймет, как он может восхвалять Всевышнего Аллаха? И чем больше он это будет понимать, тем больше его сердце захочет, будет желать чего? Восхвалять Всевышнего. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, все время восхвалял Аллаха? Потому что больше него никто не знал об Аллахе. Никто не мог знать больше об именах Всевышнего Аллаха, о его атрибутах, чем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому он всегда восхвалял его. Поэтому он всегда возвеличивал его. И чем больше мы будем познавать имена и атрибуты Аллаха, чем больше мы будем знать о нем, тем сердце будет больше и больше восхвалять его, желать возвеличивать его. А это приходит только через познание, только через познание имен и атрибутов Аллаха. И вот как раз это путь к тому, чтобы твое сердце всегда призывало тебя больше возвеличивать Аллаха. Мы про что мы говорим? Про зикр. Как раз про поминание Аллаха, это возвеличивание Аллаха, это восхваление Всевышнего Аллаха, вот эти тасбихат, тахмидат, все. Так ведь? То есть путь к этому именно вот через изучение имен и атрибутов Всевышнего Аллаха, прекраснейших имен и атрибутов Всевышнего Аллаха, которые мы находим, как в книге Всевышнего Аллаха и в сунне его пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы должны что? Мы должны изучать и что? Не просто зубрить. Вот я еще одно имя узнал. Нет, мы должны размышлять.
над значением этих имен. Что означает слово Ар-Рахман? Что означает имя Аллаха Ар-Рахим, Ас-Самия, Аль-Басир, Аль-Алим? Так ведь? Гафур, Рахим, Аль-Азиз, Аль-Карим. То есть мы должны изучать не просто в общем, да, а вот размышлять над каждым именем. Вот взял ты одно имя, давай изучай, размышляй, размышляй. Поищи, ты найдешь отражение этого имени. Если ты нашел, что Аллах Ар-Рахман, Аллах милостивый, и Его милость, ученые говорят, достигает до того, докуда достигает Его знание. Мы знаем, знание Аллаха безгранично. И поэтому милость Аллаха, особенно в этой жизни, да, оно достигает до всех. Все, даже те, которые говорят, что Аллаха нет. Даже те, которые идут против религии Аллаха. Даже те, которые шли против пророков, они жили под милостью Аллаха. Аллах давал им солнце, Аллах всегда дает им воздух. Аллах им все дает. Поэтому мы должны размышлять. Мы должны видеть в жизни имена Аллаха. Был такой случай, я заехал в мадраса, еще когда в Нижнекамске работал, мы там здание ремонтировали под мадраса, а там рядом были пятиэтажки, и как бы там живут люди. И я помню, летом, вечером было тихо, я иду по мадраса, там мечтаю, что здесь будет мадраса, здесь будут дети учиться, да, Коран учить. И девушка, то есть молодой голос, да, видно, не бабушка, да, орет на весь двор. Такой мат, такие слова. Я просто, вы знаете, валлахи, мне было стыдно перед Аллахом за эту девушку. Вот мне просто стыдно было. Во-первых, да, это женщина. Я представил, как она выйдет замуж. Может, она на мужа орала, я не знаю, да. И я представил, может, она на ребенка орала. У нас же иногда без тормозов люди, да. Я вот представил, как она может стать матерью, да. Это же мать. Пророк ﷺ сказал: уммук, в первую очередь твоя мать. Потом-то твоя мать. Третье, твоя мать, потом только отец. Это же мать. То есть рай под ее ногами. Так ведь? И вот эта женщина, девушка, она использует такие слова, Аллах сахласан, такие страшные слова. И я стоял и не знал, что делать. Мне так стыдно было перед Аллахом, потому что мне было тяжело слышать это, да? А Создатель же, Он сколько этого всего слышит, да? То есть он дал ей язык не для того, чтобы она вот использовала такие слова, страшные слова, да? Аллах дал ей разум, чтобы она башана, в ее голову приходили не такие слова, да? Она ходит по земле Аллаха, и мне так вот ревностно стало, да? Субханаллах, это же земля Аллаха, нельзя так делать. Аллах не для этого ее создал, да? И мне так тяжело, а потом, вы знаете, вот я вспомнил имя Аллаха, Ас-Сабур. Аллах терпеливый. Субханаллах. И что означает Ас-Сабур? Аллах, видя, зная, слыша грехи людей, неверие людей, куфр людей. Он видит всех, когда они зина делают. Он видит всех, когда они отворачиваются от Аллаха и поклоняются другим божествам. Аллах все это видит, но Он дает отсрочку. Он дает время. Он ждет. То есть Он не наказывает их, хотя Аллах может, извините, Он мог заткнуть ей рот. Так ведь в одну секунду, но Аллах этого не делает. Потому что Аллах терпеливый. Несмотря на то, что Он видит, что она родилась по Его воле, она ходит по Его земле, под Его солнцем, она дышит тем воздухом, который Аллах ей дал, да? Аллах терпит. Ас-Сабур, то есть вот, машаллах, это же милость Аллаха. Это милость Аллаха по отношению не только к ней, мы это видим каждый день, да? И может быть то, что я слышал, это не самое страшное, наверняка, которое происходит на этой земле. И Аллах Ас-Сабур, то есть это имя Аллаха. Это качество Аллаха, которому присуще только совершенство. Поэтому мы должны научиться изучать имена и атрибуты и размышлять над ними.
Нужно говорить про это, нужно разговаривать про это. Мы же когда собираемся, да, как говорим про дунья, да, так и говорим про дунья. Давайте вот поговорим об одном из атрибутов Всевышнего Аллаха. Машаллах, давайте посмотрим, поищем отражение на этой земле, отражение этого имени Аллаха. Поэтому это знание очень важно. И вот сподвижники, многие сподвижники, ну, у них не было томов книг, у них даже мусхафа не было, субханаллах. На руках сподвижников не было мусхафа. Так ведь? И для них каждый аят был очень ценен. Для них каждое слово пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, было очень ценным. Сегодня мы можем взять в руки книгу, где тысячи хадисов, и мы просто проходим через них и не замечаем. И вот, что касается имен и атрибутов Аллаха, сподвижники, они пропускали это через сердце. Вот пример, да, Бухари, Муслим, в сборниках имама Бухари и Муслима, хадис, который передает нам Айша, радийаллаху анха. Как-то раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил мужчину, сподвижника, с отрядом. И во время похода он был имамом для этого отряда. И те, которые стояли за имамом, слышали, каждый раз, когда он завершал кираа, то есть сначала суру Фатиха читаем, потом аяты из Корана. Каждый раз, когда он завершал чтение аятов, то есть это называется кираа, да, он добавлял суру Ихлас. Каждый раз. И сподвижники, которые стояли за ним, когда вернулись к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, они рассказали ему об этом. Вот, говорит, наш имам, которого ты отправил с нами, он каждый раз завершал кираа, чтение Корана, чтением суры Ихлас. Каждый раз. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил у них: «Салюху ли айи шайин кана яснау далика». Спросите у него, почему он так делал. Вот каждый раз он читает какие-то аяты, суру, а в завершении читает суру Ихлас. Вот спросите у него, почему он так сделал. И люди подошли к нему и спросили. На что он ответил: «Лианнаха сифатур рахман». Потому что это качество милостивого. Суратуль Ихлас. Одна из самых коротких сур Корана. Так ведь? И вот суратуль Ихлас от начала до конца содержит в себе имена, величайшие имена и атрибуты Аллаха. Вот мы с вами, у нас была отдельная лекция, почему некоторые суры и аяты, они выше других сур и других аятов. Хотя все, они, это слова Аллаха. Почему? Почему вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что сура Фатиха является самой великой сурой, аятуль Курси самый великий аят? Почему про Ихлас есть столько хадисов, да? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что Ихлас равна 1/3 всего Корана. Почему? Мы с вами говорили, да? Потому что в этих аятах, эти аяты рассказывают нам о ком? О Создателе. Есть аяты, которые рассказывают нам о животных. И они нужные аяты, поэтому они есть. Так ведь? Есть аяты, которые рассказывают нам о солнце, о небесах. Есть аяты, которые рассказывают нам о врагах Аллаха, о фараоне. Поэтому мы не можем сравнить величие аята, где Аллах говорит о себе, с аятом, где Аллах говорит о своих врагах. Поэтому аяты, где описывается Аллах, они выше, чем аяты, где описывается Аллах, где Аллах рассказывает о его врагах, о шайтане, например. Поэтому суратуль Ихлас. В чем преимущество этой суры? Потому что здесь описывается милостивый. И почему этот сподвижник так любил суратуль Ихлас? Куль ху Аллах. Почему? Потому что эта сура описывает Аллаха. Он любил Аллаха. И поэтому он любил читать и слушать. Он же сам читает, воспроизводит и сам же слушает, да, описание Аллаха. Куль, скажи, Аллаху ахад, Аллах один. Аллах един.
Аллах един, нет больше никого подобного ему. Да? Аллаху самад, Аллах ни в ком не нуждается. Все нуждаются в нем. Так ведь Аллах вечный. Лям ялид, валям юлят, валям якулляху куфуан ахад. То есть каждый аят нам описывает кого? Милостивого. И что ответил пророк, алейхиссаляту вассалям? Как он ответил? Он сказал, когда он услышал, тот ответил, «Лианнаха сифатур рахман». Я читаю, завершаю каждое чтение чтением суры Аль-Ихлас, потому что это описание милостивого. «Ва ана ухиббу ан акраа биха». И поэтому я люблю читать эту суру. Я люблю читать эту суру. Он вот так ответил. На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ахбируху анна Аллаха юхиббуху». Доведите до него, что Аллах любит его. Аллах тоже любит его. То есть вот, альхамдулилля, этот человек добился любви Аллаха. Через что? Через понимание величия имен и атрибутов Аллаха. Вот это великая сура. Эта великая сура включает в себе качество милостивого, которым присуще только совершенство. И его вот эта любовь и частое чтение, он почему часто повторял эту суру? Потому что он любил эту суру. Он понимал, о чем здесь речь. Не потому что... Многие у нас тоже любят эту суру и очень часто читают. Почему? Да самая короткая, потому что. Особенно имам, когда эту суру читает, машаллах, многие радуются. Валлахи, это мы, дорогие братья. Это мы, имамы тоже. Поэтому иногда мы любим эту суру, потому что она самая короткая. Понимаете? А сподвижники, они ценили каждую суру. Вот когда мы еще молодые, шакирды, в мечеть начали ходить, бабайлар нас учили, Ихлас, Каусар. И когда мы начали учить такие более длинные суры, да, там полстраницы, да, нам бабайлар говорили в мечети, пусть Аллах будет доволен ими, машаллах, многие, они уже умерли, да, пусть Аллах простит им грехи. И вот они говорили, ты, говорит, сейчас знаешь уже такие более серьезные суры, поэтому, когда людям будешь читать Коран, ты только не только Куль-ху Аллах читай, да? То есть, и на самом деле, вот это как-то оно осталось в сердце, что вот, когда ты читаешь людям суры, да, не надо только Куль-ху Аллах читать, давай там что-то посерьезнее. На самом деле, это великая ошибка. Я про это уже говорил. Например, было время, когда я, не понимал этого, да, я перестал, редко читал перед людьми, например, суратуль Фатиха. Потому что, все знают эту суру, да? Давай я что-то другое почитаю, Ясин почитаю, да? Хотя Фатиха выше. Все зависит от начинки, от значения этих. Так ведь? Перед Аллахом сура Фатиха выше. Перед Аллахом Ихлас – это 1/3 Корана. Это тебе сколько джузов надо прочитать, чтобы получить этот аджр? Почему? Потому что все зависит от содержания. И сподвижники, вот в чем они понимали, что говорили. Когда они говорили «Куль ху Аллаху ахад», кто-то говорил это под камнями, когда его убивали, да? Это кто? Его потом спас Абу Бакр. Билал говорил «Аллах один, Аллах». Конечно, это они понимали. Они понимали. Поэтому, когда сподвижники читали эти же аяты, они слышали другое. Когда сподвижники слушали эти аяты, они слышали совсем другое. Поэтому я, по-моему, приводил даже эту историю, когда Умар ибн Абдул-Азиз, когда халифа, когда сидел со своими друзьями, с братьями сидел, да, а возле него всегда были ученые, да, и вот когда юноша подошел к нему и спросил разрешения, можно я вот эту суру вам прочитаю? Он сказал, читай. И когда тот начал читать, когда он завершил чтение, те, которые сидели возле него, они начали его исправлять. Вот здесь ты мат неправильно там сделал, вот здесь ты букву неправильно выговорил. Были у него, может быть, ошибки. А Умар молчит. Потом он посмотрел
на этих знатоков Корана, да, и сказал: неужели то, что читал этот юноша, да, то, что вы слышали эти слова, дало вам возможность еще находить в нем ошибки? То есть, понимаете, о чем он сказал? Он слушал не произношение только что, он слушал слова Аллаха. Поэтому, когда они слышали «Куль гу Аллах», они слышали другое. Не то, что мы с вами сегодня слышим. Поэтому вот это есть смысл Корана. Это есть задача, цель Корана, которую должен нас воспитывать. Поэтому, да почитай эту суру Ихлас, да? Нет, это сура Ихлас, это великая сура, которая стоит как 1/3 Корана. И поэтому вот он результат. Вот он результат. Он читал суру Ихлас, да, не потому что она короткая, да, потому что тут качество имени Аллаха. И вот результат. Пророк ﷺ сказал: «Ахбируха анна Аллаха юхиббуху». Доведите до него. Скажите ему, что Аллах тоже любит его. В другом риваяте этого хадиса он сказал: «Хуббука ияха адхаляка аль-джанна». Твоя любовь по отношению к ней, то есть к этой суре, твоя любовь по отношению к этой суре адхаляка аль-джанна, ввела тебя в рай. Все, твоя любовь была причиной того, что ты вошел в рай. Вот он, рай. Вот она победа. Понимаете? Вот понимание этого. И этот хадис указывает на то, что любовь раба, любовь человека к именам Всевышнего Аллаха, к изучению его имен. Да? И вот когда человек обязывает себя все время вспоминать, он же не просто один раз, он в каждом ракагате добавлял это, да? То есть каждый раз он добавлял. И сподвижники, они же были удивлены, они поэтому рассказали об этом пророку ﷺ. То есть он что? Он обязывал себя постоянно поминать это, размышлять над этим, да? Альхамдулилля, вот результат. Это оказалось одной из причин, которые ввели его в рай. И он постиг что? Добился чего? Довольства и любви Аллаха. Вот этот сподвижник. Радияллаху анху. Поэтому каждый мусульманин, у него должно быть время, он должен найти возможность, да, изучать имена и атрибуты Аллаха, изучать их. У него должно быть знание, он должен размышлять, то есть именно через призму довольства, то есть довольствуясь этим, принятием, покорностью перед вот этими именами и атрибутами. И, как говорит имам Аз-Зухри, рахимахуллах, у него есть такие прекрасные слова: «Миналлахи рисаля, ва аля расулил балаг, ва алейна таслим». То есть от Аллаха послание, то есть Аллах не спаслал, да? «Ва аля расулил балаг», а на посланнике доведение. То есть Аллах послал, посланник довел. «Ва алейна таслим». А наша задача что? Принятие и покорность. Принятие и покорность. Вот поэтому, дорогие братья, очень важно изучать имена Аллаха, его атрибуты, рассказывать о них, может быть, в самой простой форме, да, потому что на самом деле вот эти имена Аллаха, у них нет предела. То есть мы не можем познать полностью каждое имя и атрибут Аллаха. Мы не можем и не имеем права, потому что это Аллах. Это Аллах. Мы не можем понять все его знания. Поэтому мы знаем, что Аллах абсолютно знает все. Аль-Галим. Мы не можем познать, как слышит Аллах. То есть мы не можем это сравнивать. Поэтому мы должны это изучать, мы должны это рассказывать нашим детям и исправлять нашу жизнь. Исправлять нашу жизнь, то есть основываясь на эти имена и атрибуты. Ну, наверное, на сегодня все. На сегодня все. И следующая тема у нас хадис. Будем разбирать, иншаллах, который в сборниках имама Аль-Бухари и Муслима, от Абу Хурайра, радиаллаху анху,
что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна лилляхи тис'атан ва тис'ина исман». Воистину у Аллаха 9 и 90, то есть 99 имен, миатан илля вахида, то есть 100, кроме одного. Ман ахсаха, и кто будет их перечислять, дахаляль джанна, он войдет в рай. Это в сборниках имама Бухари и Муслима. Вот что означает этот хадис, как мы должны понимать, кто перечислял их, пойдет в рай. Это тема, иншаллах, следующей лекции. Джазакумуллах хайр. Субханакаллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.